А вот этот институт гуманитарных исследований основал и стал его первым директором бывший первый секретарь обкома комсомола, депутат Верховного Совета Северной Осетии Сергей Тоболов. Его уважали многие жители в обеих Осетиях, независимо от этнической принадлежности. У него была такая идея решения вопроса возвращения депортированных в 1944 году. Он предлагал такой вариант. Например, человек хочет продать дом за 100 тысяч осетин, а ингуш покупает только за 80 тысяч. Больше не может дать. Чисто из соображений оценочных. Он предлагал, чтобы эту разницу компенсировало государство из денег, которые выделяются на реабилитацию народов. И таким образом снималась проблема взаимных претензий, обвинений и, в принципе, даже обид. Это одна сторона. Таким образом заселять, постепенно, со временем заселять людей в эти села, тех, кто хочет вернуться после 1944 года в эти села. И получалось, что со временем лет через 5, скажем, 10, хотя кажется большой срок, но это небольшой срок для решения такой сложной проблемы, то население пригородного района окажется уже превалирующим ингушским. После этого, когда уже не будет таких чисто бытовых проблем у людей и претензий, что вот мой дом, дом моего отца не вернули, я живу в изгнании, то можно будет при условии, что рыночные отношения вступят в строй, то границы, скажем, станут условным понятием. Я, например, тоже с этим был согласен. Осенью прошлого года Сергей Тоболов погиб в автомобильной катастрофе. Затея с примирением не осуществилась. Разговаривать с нами на эту тему местные жители соглашались не слишком охотно, добавляя иногда одну и ту же фразу «нам здесь жить». Массовый исход ингушей из Владикавказа не улучшил криминогенную ситуацию в городе. Вот здесь живет осетинская женщина, у которой 2 года назад пропал без вести сын, спасая ингуша. А он спрятал у себя за сервантом его, этого парня. Ну, выволокли их оттуда, избили, говорит, их обоих. И посадили в машину. На машине, крытая машина была какая-то, УАЗик маленький. Их было человек 7. Выскочили соседи. Все они сейчас зарегистрированы, тоже в МВД проходят как свидетели. И все, на этом парень исчез. Парень 2 года исчез. Он как в воду канул. Что я должна делать? Никто мне не помогает. Вот я недавно была у этого, который ведет это дело. Он мне говорит, мы, говорит, узнали, что они были южанцы, кударцы, бандиты. Эти бандиты, которые здесь нам жизнь перевернули. И ОМОНовцы, вроде как ОМОНовцы они были, но, говорит, тогда был такой беспредел. И такое безобразие творилось, что никто не знает их фамилии, но знают их имена. Вот как вам это кажется? Вот он мне последний раз сказал. Знают их имена. Вот кто-то донес, что он прячет ингуша.